Сегодня день памяти воинов 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Именно в этот день, в 1941 году, вышло постановление Комитета обороны СССР о национальных войсковых соединениях. За короткое время было образовано более 15 национальных формирований. Среди них знаменитая 110-я отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия. Ее солдаты проявили героизм в оборонительных боях на Дону, Маныче, в наступательных боях на Северном Кавказе, Ставрополе, Калмыкии и Ростовской области. Тему продолжит Игорь Манджиев. В состав 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии вошли более 4500 человек. Дивизии была поставлена тяжелейшая задача – охранять донские переправы, не позволить врагу переправиться через реку. Благодаря совсем еще юным солдатам подразделения Южного фронта смогли отойти и подготовиться к обороне Сталинграда и Северного Кавказа. Их поставили оборонять переправу на Украине. И по военной норме одной дивизии, нашей дивизии досталось оборонять линию фронта кавалерийской дивизии. Линия фронта растянута была на 51 километр. Это в 3 раза больше, чем по военным нормативам. Это лучшие воины, наши калмыцкие ребята. И чем дальше время, тем больше мы начинаем понимать, как здорово преданы были те ребята, которые воевали в рядах 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии. Среди храбрых солдат 110-й кавдивизии мы помним имена тех, кто защищал родные земли от врага. В их числе герой Советского Союза Эрни Деликов, лейтенант гвардии Михаил Ангульдушев, замком 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии Василий Хомутников. Из-за отсутствия списков личного состава и учетных данных по призыву нет возможности установить имена и фамилии большинства офицеров, рядовых бойцов и сержантов дивизии, погибших, раненых и попавших в плен. Конечно, это героически. Они стояли насмерть против вооруженных до зубов немецких фашистских армий. Доблестно сражались. Хомутниковой. Он после войны он работал у нас на Троицком. Калмыцкая дивизия освободила более 100 населенных пунктов южных земель страны от фашистских захватчиков. Жители соседних регионов по сей день помнят этот подвиг. В Дагестане, Ростовской области установлены мемориалы воинам-освободителям. К увековечению памяти воинов 110-й кавдивизии большую проводу работу не только члены инициативной группы, но и также Совет ветеранов органов госбезопасности. Мы ездили в Дагестан, были в селе Терекле-Мектеп, где воевала 110-я кавалерийская дивизия. Я хочу отметить Сердюкова Андрея Николаевича, краеведа. Он также полковника в отставке Кислякова Николая Александровича, являющегося председателем Совета ветеранов Багаевского района. Он очень известный человек на Дону. Теперь композитор Александр Колодяжный написал песню о 110-й кавдивизии. Бурятский кинорежиссер Салбон Лыгденов направил жителям Калмыкии видеообращение в День памяти воинов 110-й отдельной калмыцкой дивизии. Он отметил, что обязанность каждого жителя – помнить и передавать память о тех, кто подарил нам мир, в котором мы живем свободными. Я считаю, что нашему поколению дано абсолютное право и даже обязанность, такая святой долг, рассказать об этом подвиге, о подвиге наших братьев именно на самой страшной войне. И поэтому, конечно же, этот день надо отмечать, этот день надо вписать в историю золотыми буквами, надо помнить и чтить. Наш долг – сохранить память о доблестных подвигах и героизме командиров и бойцов, отдавших свою жизнь в боях за Отечество. Игорь Манджиев, Максим Мятежный, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День Республики».